Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Ишимбайскому району. Благоустройство проспекта Ленина и дворовой территории по улице Бульварной, проект реконструкции площади первооткрывателей башкирской нефти и историческое заседание местного совета депутатов. Программа поездки Ради Хабирова по Ишимбайскому району довольно плотная. И следующий объект – предприятие «Ишимбайский трикотаж». В Ишимбае трикотажную фабрику открыли в 1966 году. Последние десятилетия предприятие переживало не лучшие времена. В 2019-м Ишимбайская трикотажная фабрика совместно с Министерством промышленности, энергетики и инноваций республики подписали инвестиционный проект «Перезагрузка». Глава Башкортостана Ради Хабиров с визитом на обновленном предприятии. Ишимбайский трикотаж, с большой самой перспективой на будущее. То есть мы здесь хотим полностью восстановить всю цикличность того производства, которое здесь было. Вот, вязание, украшение, самоотделка и тот же самый. А сбыт-то идет, берут вашу продукцию, нет? Сбыт был хорошо до октября месяца. Но пандемия, да. Или что случилось? Случилось в связи с ковидной ситуацией. Допуск к торговому центру упал, поэтому вот люди страхуют. Понятно. Это временно, это потерпите. Это тут в чем месте пережить надо? Сегодня трудится 185 человек. Ох ты. Сколько платите швеям? Шли, зарплата Да. 25 средний. 25. Есть 25. Да. Но летом работы было много. И 25, и 35, и 40. Хорошо. Приближаемся к швейному цеху. Это основное производство. Вот здесь, да? Раз. Да. И сегодняшний день здесь у нас, который функционирует. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь наш Вот это все шесть, да? ассортимент, да? Это новая коллекция 2021 года. Ну, берут вообще, нет? Да, Берут. У вас, наверное, цена хорошая, да? Ведь? Ну да. Цена самая. У нас новогодняя будет. Ага. Я. А жене сказать, пусть приедет. Новые разработки наши. Это новогодняя коллекция. А вот так вот на празднике, да, получается? Да. Ага. Да. Все здесь. Это вот старые цеха наши, получается. Это старое, да. А это вот действующий ассортимент на сегодняшний день. Спортивная одежда, детское белье, взрослое, спортивная одежда для взрослых, домашняя одежда. А как продажа осуществляется? Есть какие-то оптовые покупатели? Есть, да? Есть. В Башкирии у нас есть. А? В Башкирии, в Уфе есть оптовый покупатель. А сырье где берете? Сырье, основной поставщик у нас полотна Иванова. Иваново, да? Да. Участок раскроя, где происходит раскрой с полотна на изделия. То есть вот настилание, и работают люди. Мы планируем, вот посмотрите, сколько рабочих мест достигнуть. То есть вы можете еще увеличить, да? Нет, мы хотим купить один раскроенный участок, который позволит автоматизировать производство, уменьшить количество работающих, увеличить величину, толщину настила и качество. Вот мы вам субсидии давали вот, по нашей программе. А сколько получили? За 2 года 20 миллионов получили, да? А сами сколько инвестировали? 65. 65 миллионов, да? Ну, хорошо. Я готов и дальше помогать. Смотрите, потому что мне вот это предприятие надо всеми силами, конечно, сохранить. Сколько вы? 197, говорите, да? 185 человек. Ну вот 200 женщин здесь работают, да? Это зарплату. Только зарплату нормально платить надо, не 15, там, не 20 тысяч, там все-таки уже... Потому что вы имеете в виду, когда откроется 2 швейных крупных производства там, вот на особой экономической зоне, там люди побегут от вас, если вы будете плохо платить. Там до 800 человек нужно будет, поэтому, конечно, кадры беречь надо. Мы планируем купить большой раскроенный комплекс. Сколько он стоит? Более 7 миллионов. Мария Сергеевна. Более 7 Более миллионов, 7 миллионов. Да, сейчас на самом деле определяемся с поставщиком, потому что... Ну, мы готовы помочь. По комплексу лучше возместиться в следующем году. Я и говорю, лучше возместить, да. А по ПРП мы посмотрим. То есть вы понимаете, да? Вы инвестируете, мы инвестируем. Вы покупаете оборудование,
мы его возмещаем. Стоимость полную мы или сколько? Нет, 40? 50%. 50% считайте, 3,5 миллиона получите раз. А дальнейшее, если развитие будете, давайте вместе, мы очень дешевый кредит можем вам через фонд развития производства. Есть какие-то планы, нет? Не, планы у нас большие, грандиозные. То есть, Еще сам спустимся, вам опять-таки, покажем. мы... Просто смотрите, если планы большие, ко мне на инвест-час приводите его, вы подготовьтесь и приходите ко мне на инвест-час. Прям сразу комплексно давайте посмотрим. Прям мне там, мы все вопросы сразу решаем. И выделение и кредиты, и взаимодействие с фондом развития промышленности. Поэтому давайте мы все вместе наляжемся, и чтобы предприятие более-менее успешно работало. Хорошо, спасибо. Так, это раскроенный участок. В свое время это все работало. Сейчас уже... И далее мы подходим к участку швейному, где работают швеи и пошивают все трикотажные изделия. На сегодняшний день работает 5 конвейеров. Это вот все швеи работают, да? Швеи работают, да. Сколько они часов работают? 8 часов, да? 8 часов работают, а летом работали они по 10 часов. Приходили раньше, уходили. Просто И могли заработать. Райфович, здесь раньше была тишина, мертво, сейчас смеются, у всех есть настроение, там все довольны. Официально заработная плата, налоги платят, инвестируют, поэтому спасибо. А вот куда вы поставляете, по Башкирии или... По Башкирии и по России. А по России уходят, да? Уходит тоже. Приходит, да? Заявок бывает, да, которые отправляем мы транспортными компаниями, работаем, агенты, которые тоже нас доставляют своим транспортом. Ряд новых оборудований приобрели тоже, пока еще до конца не пущены в работу. Вот уже рабочие машины новые. На 5 миллионов купили оборудование. Вы сейчас, вот это ваш основной цех, да? Здесь Это основной получается? швейный цех. Сейчас мы еще остальные производства, которые планируем, мы сейчас тоже вам все покажем. Ну, конечно, здесь вам немножко на ноги встать и порядок привести немножко. Да, это все, и ремонт, чтобы конечно. людям Было комфортно хорошо. работать. А так вот женщины приходят, работают, да? Работают и просят работу. Просят. Просят, то есть, да. Да, приходят, готовы приходить раньше и уходить позже. А вот вы их обучаете или они уже Мы обучены? обучаем на месте. 3 месяца ученические. 3 месяца ученические, Да, да? да, да. Но мы планируем, если помощь нам какая-то будет, мы можем на своей базе комбинат создать и обучать не только своих, но и сторонних. Я вас вот готовьтесь, я вас приглашу еще раз к себе. Там прям сразу давайте решим. Я еще вам помощь сделаю. Вот купите раскроенный станок. комплекс. А, вот это уже что-то новое, да? Нет, это не новое, это все Это еще еще- будет. Вот видите, все это, Вот она это уже готово, на раскроенный пошив. и пошло Да, еще. пошив уже туда, Понятно. вот тот участок. Это раскроенный. Раньше сколько человек работало на трикотажке? Ну, если вы Человек 500, начинать- наверное, в Советском Союзе. Начало Советского Союза, когда я был, 3000 человек работало. 3000 человек. Да, и такой же точно цех был на 4-м этаже. 2 было швейных. Красильный был, вязальный 2 было участка. Райфович, прошу прощения, знаменитый шимбайский трикотаж. Был период, когда нам казалось, что все, он не возродится больше, а теперь он как Да, улыбки. да, тяжело. Ну вот, да, действительно, приятно, что работницы улыбаются. Вот. Ну, хорошо, вот, конечно, тут еще, скажем так, еще вкладывать и вкладывать. Но я вот сразу договорился, что их приглашаю на инвест-час или на промышленный час мы сейчас решим. Там сразу определим меры поддержки. Они должны подготовиться. В общем, такие сложные задачи. Но предприятие обязательно надо сохранить. Просто мне вот важно, чтобы, конечно, сбыт продукции, по-моему, говорят, они продают не только в республике, но они продают его и по России. Потому что здесь и не очень дорогое, и как раз вот И и качественно. качество, да, уже Хорошая новость. мы поможем. Спасибо. Так, Райфович, это у нас вязальный цех.
который был нерабочий. На Это вот колготки, да? Нет, это полотно. Полотно. Трикотажное полотно. Для того, чтобы сшить трикотажные изделия, нужно полотно. Сейчас мы его закупаем, но планируем запустить вот этот цех. Это вот сохранили, наверное, да, еще? Да, все это Сохраните обязательно, конечно, сохраните. Это история фабрики. Обязательно сохраните, да, прям, да, конечно. вязальный участок, который мы постарались привести в порядок. Он работает сейчас? Или? Нет, еще не работает. Мы поставили батареи, дали тепло. Вот где-то действующие машины, которые наши специалисты, которые работали раньше, они планируют их запустить в производство и выпускать полотно нужное, которое на сегодняшний день это полотно для мужских брюк не может не сделать ни один наш производитель. Никто. Вот мы хотим это все вернуть и пустить в производство. Прежние владельцы все спилили, сдали на металлолом. Ну, это все будет работать, и будет еще докуплено новое оборудование. Уже сейчас наш начальник вязального цеха, она сейчас ведет это самое переговоры с немецкой компанией по закупке. То, да. Мы должны довести, у нас в плане, до 15 тонн полотна в день. Это полотно потом вы сами же будете Сами шить будем из него, да? перерабатывать. Мы сами его будем красить, отделывать. А красильный есть у вас цех, да? Сейчас тоже пойдем в красильный, покажем. Мы его будем сейчас делать заново, по-новому. Тимур Александрович, не инвестор, на промчас надо придет. Первый этаж, значит, первый этаж мы спускаться не будем, а площадь такая же, точно такая же. Был основа вязальницы. Мы половину цеха там освободили, привели в порядок, и сейчас привезли чулочно-сочные машины, и будем пускать в работу чулочно-сочные автоматы. Тут крыша не течет, здание в порядке, все? Или Здесь течет, мы сейчас пока ее подшаманили на этот сезон, а в следующем сезоне, как и ту, полностью заменим, все будет. Так крыша, вы можете отсюда ее, ну она в снегу, она полностью уже самая сдана. Окна тоже... Здесь тоже уже заказали все вот окна. Ну и отопление полностью все поменяли. Если реализуете все ваши проекты инвестиционные, сколько человек примерно будете набирать? Ну, вот здесь ориентировочно 25 человек, чулочно-сочные тоже порядка 20 человек. Ну, до 300 человек, то есть примерно где-то, да, будет? Да. Ну, мы готовы увеличить и швейный, если будут желающие работать, но нехватка рабочей силы. Серьезно, да? Да. То есть вот к вам сейчас прийти и, пожалуйста, иди работай. Да, пожалуйста. А не думали с районов вот возить сюда? Мы давали объявления, те, кто живут в деревнях, районах. Мы готовы даже были найти им жилье, но пока желающих в жилье нет, но работающих. Это вот здание красильного цеха, Это административно, да? административный корпус. Мы сейчас идем в красильный цех. Там окна поменяли, вижу, да? Да. Это вы так потихонечку вот получается. Здесь еще это не жилое пока не работает. Это не работающее, это все еще на стадии ремонта. Это здесь тоже будете штукатуриться. А вот уже вы. Да, это здание бывшего красильного цеха. Точно такое же помещение на первом этаже. Здесь мы привели более-менее соответствующий вид. Первый этаж еще у нас на стадии ремонта. На первом этаже планируем красильные аппараты поставить для крошения полотна, а здесь уже отделка. А тут как очистные осуществляется? Вот как свои очистные какие-то или как? Нет, есть сейчас новые технологии. Мы будем делать яму, там будем, ну, сам она здесь и есть, будем сливать туда, самое косить, доводить То есть свои менее очистные, да? до менее низкой температуры и сбрасывать. А, вот так. Ага. Ну вот я вижу, здесь вы уже начали вкладываться, да, получается? Здесь, да, начали вкладываться, но у нас здесь пока не решен вопрос формы самообшивки, что делать, потому что инжиниринговая компания нам все-таки не советует делать из профнастила, говорит, это будет некомфортно для людей. Ну, конечно. Поэтому сейчас мы ждем от них самый проект, самый вот окончательный, и после этого тогда уже мы будем. Тем более сейчас зима, сейчас мы ведем самые отопительные самые ремонтные работы. Вы своя котельная или от городской? Нет, мы от Баш РТС. От Баш РТС. Мощности хватит? Прямой договор. Задолженности по самооплату. Сам у нас ни в те года не были, ни
Вы погасили за предыдущих собственников. Тогда давайте мы сделаем так, вот прям вы подготовьтесь. Если не сможете приехать, в режиме Zoom можно, а вы подъедете середина декабря. Срок вам хватит, наверное, да? Давайте, если вы разрешите, мы хотим 10 числа отпраздновать 55 лет этой фабрики. А вон так. Да, у нас сейчас идет подготовка к этому это самое мероприятие, потому что есть ветераны, которых мы должны Это обязательно. да, и поздравить, и все. Вот, и Я посмотрю, 10-го, если пригласите, может быть, я там быстренько на часик к вам заскочу поздравить. Предприятие важно. Ну, вы после праздников, я о чем и говорю, после праздников до Нового года приедете. До Нового года приедете ко мне. И давайте, вот я вижу, вы начали вкладываться, значит, вы вкладываетесь, мы вкладываемся. И у нас программ много, да? За это время надо все проработать, значит, понять, взять их инвестиционные программы, уже проработать все вопросы. Давайте активнее развивайтесь. здесь самая у нас такая большая проблема, это коммуникационная. То есть все здания, они старые, но где-то что-то можно и покрасить, и самое зашаманить все. Но то, что касается вот самых вот узлов теплоснабжения, энергоснабжения, да, они все подлежат замене, да. Смотрите, если там вы обозначите нам сумму денег, то мы прям хорошую сумму возмещения инженерных, да? Он же так работает. Да. Тогда вам надо, через инвестиционный вычет мы вам сделаем, то есть вы не менее 100 миллионов, не менее 100 миллионов, да, вкладываетесь. Мы вам инженерные коммуникации, то, что вы делаете, мы вам возмещаем, то есть мы возвращаем эти деньги безвозмездно, а вы двигаетесь. Мы очень большое внимание будем уделять этому, чтобы здесь порядок был. Поэтому и с своей стороны не то, что контроль, наоборот, помогать готовы. Ильич, они еще взяли на себя повышенные обязательства по благоустройству прилегающей территории. Как я уже докладывал, на Стахановской определенном участке они полностью берут на себя и тротуар, асфальт. Ради Фаридович, еще забыла вам сказать, в планах инвестора открыть здесь еще и предельное производство. То есть полный текстильный кластер здесь должен работать, начиная от пряжи, заканчивая готовыми трикотажными изделиями. Вы, Первый этаж. вот я еще раз вам говорю, чем больше я буду понимать денег вы вкладываете, тем больше вы получите от нас деньги. Поэтому очень основательно подготовьтесь, и мы как бы очень серьезно готовы вам помогать, вот, лишь бы вы там развивались. Очень приятно познакомиться. Удачи вам. Всего доброго. Договорились. Если у меня получится, я на юбилей заскочу. Не получится, тогда просто уже тогда кто-то из коллег. Для нас это вот одно из самых важных предприятий Ишимбая. Спасибо. 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 Всего доброго. Все, спасибо. Да, всего доброго.